Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Максим Владимиров, а в нашей студии гости я рада представить. Сегодня в нашей студии капитан полиции Ольга Васильева. Кроме прочего, Ольга – старший уполномоченный первого отдела управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха-Якутия. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что среди такого плотного графика вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию, потому что ту информацию, которую вы сегодня расскажете нашим слушателям и зрителям, ее важно знать и помнить в современных реалиях, наверное, каждый день. С 10 по 31 марта в Якутске и в Якутии проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп, мошенник». Работы у вас много на всю республику. В рамках месячника киберполиция Якутии проводит лекции и беседы с учащимися образовательных учреждений города Якутска по профилактике совершения IT-преступлений в отношении детей. Хотя, наверное, и сами дети могут быть преступниками в отношении детей, не только взрослые. Да? Давайте об этом поговорим подробнее, как проходят эти встречи и какую информацию важно донести до детей, до подростков, и какие вопросы они сами задают, что им интересно. Сейчас, в период проведения оперативно-профилактического мероприятия, киберполиция, в том числе я, проводим активно встречи с родителями, с детьми, с учителями образовательных всех представительных учреждений. Провожу профилактическую работу по профилактике киберпреступлений в отношении несовершеннолетних, также других IT-преступлений, как распространение деструктивных групп направлений, как кибербуллинг, сватинг, селф-харм и доведение до самоубийства, в том числе, и также половые преступления в отношении несовершеннолетних, как могут совершаться. Также... Давайте, может быть, мы сразу поясним, потому что вчера тоже просматривала материал к эфиру. Для меня это просто абсолютно незнакомые слова, что они обозначают. В связи с тем, что у нас сейчас не надо активные действия совершать, то есть выслеживать жертв, достаточно найти контакты детей тех же самых в интернете, которые оставляют свои данные, то есть открытые профили у них в социальных сетях. Допустим, вот рассмотрим такую ситуацию, как педофилы ищут своих будущих жертв в интернете. Они внедряются в группы, в сообщества, закрытые в телеграм-каналах, либо подписываются на сообщества школ, либо создают сами, либо внедряются в закрытые группы Telegram, допустим, подслушано СОЖ номер 159. Но 159 это я называю, допустим, статья у нас Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество. Будем вот сейчас о мошенничестве говорить. Как внедряются мошенники, злоумышленники в эти группы? Вначале они подписываются, наблюдают, значит, за активной, пассивной группой, и те, которые вот, ну, как кроты могут быть, да, те дети, которые могут сдать учителям и родителям, кто в этой группе совершает противоправные какие-либо действия. Их кроты называют? Ну, условно можно их так назвать. Просто... Которые стучат? Да, ну, даже бы не стучат, а вот сообщают оперативную информацию для того, чтобы пресечь вовремя правонарушения, преступления, которые наоборот, в этих группах совершают. Да, но последствия тоже у них, у всех есть ответственность. Вот, допустим, злоумышленник, он внедрился в эту группу, наблюдает за всеми и начинает детям предлагать такие хорошие делают предложения на законных и обоснованных, значит, действиях, что вот в банках существует такая программа. Вам 14 лет исполнилось, вы можете банковский счет открыть в банке, и вы можете воспользоваться услугой «Приведи друга». Это значит, банк тебе заплатит, там, допустим, от 3 до 8 тысяч рублей, и ты вот такой несовершеннолетний, вот, допустим, я буду мошенником, злоумышленником, я вот внедряюсь, хочу группу сообщества, либо преступную группу, либо сообщество создать. Я, допустим, функцию дроповода исполняю. Мне нужно найти дропов, тех людей, которые будут исполнять функцию кошелька, то есть открывать им банковские карты. На законных основаниях я им буду предлагать, вот такая есть услуга в банке, вы можете привести друзей, вот вас будет 10 человек, вы заработаете вместе 80 тысяч рублей, вы разделите между собой, у вас будет очень много карт. И, конечно же,
я уже внедрюсь к ним, войду в доверие, они будут ко мне прислушиваться. Я также буду дальше предлагать и говорить: давайте мы дальше будем зарабатывать на этих банковских картах. Но свой тайный умысел, конечно же, я буду скрывать, что я хочу их вовлечь в совершение мошенничества, вовлечь в группы, в сообщество преступное. И, конечно же, дети, они не пойдут ни учителям, ни родителям не рассказывать, что им предлагают вот так вот деньги в интернете заработать легко и быстро. Они будут узнавать, какие будут условия для них выгодные. Я сообщу, допустим, что вот, значит, привели вы друга, у него 5 карт находится. Его какая задача? Ежедневно получать определенную сумму денежных средств, допустим, 10 тысяч рублей. От этих 10 тысяч рублей он будет 10% комиссию иметь. 5 карт — это карты его друзей? Либо сам подросток это делает и вместе с его друзьями. Вот я запускаю целую группу и даю им инструктаж. Допустим, мы начинаем переписку в Телеграм-канале, у нас закрытая группа появляется, там инструктаж появляется. Вот в эту же дату, время, определенное место, банкомат, где нужно прийти и обналичить с этой банковской карты, допустим, 10 тысяч рублей. 1000 рублей себе можете оставить, остальные 9 тысяч вы идете и передаете, значит, курьеру, это уже другой участник группы, либо делаете закладку в определенном месте тайную, тоже называется дата, время, место, указывается, и там оставляется закладка, эти наличные денежные средства. Далее эти наличные денежные средства уже другой участник группы забирает, допустим, курьер. Курьер вот эти наличные денежные средства забирает и относит уже вышестоящим другим, кто стоит в этой преступной группе. То есть каждый на этом зарабатывает. Я дроповод на этом заработала, дроп мой школьник, которому я предложила его банковскую карту использовать. Курьер на этом заработал. Также я могу найти и обнальщиков, потому что, допустим, подозрительно будет, что у одного подростка целых 10 карт находится, и он, мошенничество же постоянно совершается, постоянно деньги поступают, и надо быстро их обналичивать, деньги забирать, чтобы, не дай бог, правоохранители не успели наложить аресты на банковские счета, то есть их заморозить. И поэтому нужен еще обнальщик, который также в Телеграм-канале, в закрытой группе будет получать сообщения: срочно нужно явиться в такую-то дату, время, в место, через банкомат обналичить эту сумму и также в виде закладки передать другим участникам группы. Вот я бы точно на месте подростка отказалась, потому что я не могу даже понять, вот сейчас вы мне объясняете, я не могу даже понять, что нужно делать. Не то, что у меня даже мысли не хватает задуматься над тем, насколько я обогащусь, потому что я всю эту схему даже не могу усвоить. Получается, дети, они так хорошо вот это вот все понимают, так все вот эти вот алгоритмы, они хорошо в этом ориентируются. Да, это... В принципе, это несложно, просто для первого раза, конечно же, ребенку надо будет объяснять, что конкретно делать, но когда он уже ощутит заработок этот постоянный, он уже будет быстрее это все делать. Ну вот с первой он сколько заработает? С каждой карты по 1000 рублей или просто 1000? Ну, в зависимости от перевода. Вот, допустим, 100 тысяч рублей перевод, а ему обещают комиссию 10%, значит, он 10 тысяч получает. И, конечно же, он будет втягиваться и будет сам мотивирован это быстрее делать. Но он в принципе, чем рискует? Вот в такой истории. Вот несовершеннолетние, которые вступают в эту преступную группу, с 14 лет уже возбуждаются уголовные дела. То есть человек привлекается к уголовной ответственности. С 14 до 18 это несовершеннолетние, с 18 это уже взрослые члены преступной группы. Если же несовершеннолетний вступил в такую группу и, значит, активно участвует в ней, в отношении него также возбуждается уголовное дело в отношении неустановленного лица, потому что правоохранители еще не знают конкретно, сколько участников. Потом уже в период расследования устанавливаются вот эти несовершеннолетние участники в качестве дропов, курьеров, обнальщиков, допустим, да. Могут они и дроповодами сами стать, эти дети. И там уже 16-17 лет, такие уже постарше дети. Перенять опыт и набирать уже свою группу. Да, могут они и так делать. Значит, те дети, которые совершают преступления, они несут также уголовную ответственность, но в связи с тем, что они, допустим, до 14, до 16, в зависимости от тяжести преступлений, не достигли возраста уголовной ответственности, вот до 14 лет, то таких несовершеннолетних ставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Это мера государственного профилактического воздействия в отношении ребенка, потому что у нас сейчас нет
детских колоний у нас есть только мера воспитательного воздействия. Это поместить ребенка на 30 суток по ходатайству, значит, инспектора по делам несовершеннолетних. Судья городского суда выносит решение поместить этого несовершеннолетнего до 30 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия на Нахимова 9. У нас это учреждение находится. То есть всех вот этих несовершеннолетних можно направлять туда. Но если, значит, в период следствия следователь также с разрешения комиссии по делам несовершеннолетних республиканской, да, всех органов системы профилактики, органов опеки, попечительства там, и так далее, они все поддерживают, вот они все в комиссии состоят по делам несовершеннолетних, они поддерживают решение, и тогда следователь обращается вместе с материалами уголовного дела к судье, выносит вот это постановление о направлении несовершеннолетнего в школу закрытого типа. Эта школа относится к Министерству, значит, образования, но там идет все под надзором тоже инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть правоохранители также участвуют в воспитании и исправлении этих несовершеннолетних преступников. Ой, так все сложно. А если ребенок взял, вот, например, он понял, да, вступил в эту группу, потом понимает, что что-то не то, или, допустим, какая-то информация до него дошла, он, например, он деньги уже снял. Если он обратится в этот момент в полицию, что будет? С того момента, как ребенок уже вступил в группу, активные действия сделал, деньги обналичил, передал и присвоил часть вот этих комиссионных денег, уже окончен первый состав преступления. То есть за один перевод в 100 тысяч рублей он уже совершил преступление. Ну и как вы говорите, если ребенок понимает, что он участвует в противоправных действиях, он хочет прекратить это делать, значит, вот, допустим, те же самые дроповоды, они понимают, что люди от них уходят, они начинают им угрожать и говорить: если вы прекратите заниматься вот этими мошенничествами, передавать деньги прекратите, да, либо сами себе их присвоите, мы сами позвоним в 02, мы вас сами сдадим, мы знаем, где вы живете, где вы учитесь, значит, ваших родителей, знакомых, мы эту информацию в правоохранительные органы передадим, и вы будете привлечены к уголовной ответственности. Сразу же такие угрозы, либо другая угроза может быть, что будут угрожать жизни и здоровью ваших близких и знакомых. Либо они эту информацию в сеть выложат, и также правоохранители привлекут к ответственности этого несовершеннолетнего подростка. Тогда на что нужно обратить внимание детям, подросткам, вот чтобы вообще не вступать? Как нужно себя вести? Вот какие вот эти красные флажки? Чтобы с самого начала сказать нет, отказаться. Ну, поскольку злоумышленники, они внедряются, тайно скрыто это делают, в разных группах, сообществах они находятся по разным интересам, где выявляют они таких несовершеннолетних, потом их пытаются вовлечь. Первое, что нужно сделать детям всегда, чтобы у них был закрыт профиль в социальных сетях, потому что дети сейчас в ВК у нас пользуются из-за того, что Сферум подключен, чтобы обучение проходить, да, в образовательных учреждениях. Всегда профиль должен быть закрытый. Попейте водичку, да, в горло. потому что у нас дети активно выставляют все свои данные, фотографии, сторисы, где они учатся, где они живут, даже можно выявить по интересам, к ним выйти на связь. Поэтому вся вот эта открытая информация, которая в доступе, вот это злоумышленники используют против них. Но они же могут еще попроситься там подписаться на ребенка или попроситься в друзья, и, например, у него более-менее там какой-то нормальный профиль, ребенок ответит, что, ну, и будет доступ контактировать, тогда. Да. Поэтому нужно быть бдительным, потому что у нас вот в цифровых джунглях мы правоохранители-охотники, мошенники, все злоумышленники — это хищники, а вы все остальные обыватели, граждане, это добыча. Вы дичь и добыча, да, этих хищников. И моя вот цель и цель наших правоохранителей — воспитать в вас привычку в цифровом мире никому не доверять, потому что у нас аккаунты WhatsApp, Telegram и социальные мессенджеры, социальные сети, они угоняются также, клонируются эти странички, и могут приходить сообщения от ваших даже близких и знакомых, где могут также находиться вирусные ссылки, которые похищают денежные средства с ваших мобильных приложений, привязанных к банкам. Вот в чем опасность. Вы еще сказали, что есть новые, да, такие вот определения, которые, наверное, тоже не все знают. Это вот self-harm
и сватинг. Сватинг, Мгм. да. Я вот не знаю, что это такое. Self-harm — это пассивная агрессия ребенка, которая направлена на себя, то есть систематически наносить себе увечья в виде порезов, ожогов, постоянные, чтобы раны были. То есть человек причиняет себе физическую боль в силу психофизиологических вот этих Аутоагрессия такая. аутоагрессии себя, да, каких-то комплексов, потому что дети, они чем-то недовольны, и они агрессивно не могут это выплескивать на внешних, да, вот кого-то кто рядом находится, они это на себя начинают адресовывать, но последствия вот этого селф-харма может довести, что человек может наложить на себя уже руки, довести себя до самоубийства. Вот эта тонкая грань, которая начинается с селф-харма. Поэтому если вот обычно как это происходит, ребенок обучается в образовательном учреждении, проходит медосмотр и видят вот эти увечья у ребенка на руках, то сразу же учителя и медики сообщают в орган здравоохранения и в полицию, в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспектора по делам несовершеннолетних выявляют вот этих детей группы риска подростков, которые, да, и их уже тоже можно поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних как группу риска, которая вот может совершить... Легкая добыча для таких да. мошенников. Обычно вот в отношении этих детей могут совершаться преступления, как доведение до самоубийства путем уговоров, советов. То есть также в телеграм-канале в закрытых группах создаются вот эти сообщества по интересам, вот как self-harm. Туда также внедряются злоумышленники разных возрастов, могут быть и несовершеннолетние, и их задача какая? Человек уже готовый совершить суицид, ему вот просто нужно какие-то советы получить, чтобы уже точку поставить. А те люди только подталкивают его. И вот этим подталкиванием они уже совершают преступления в отношении несовершеннолетних. А раньше вот 110-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, последствия Следственного комитета, там было необходимо постоянно активные действия совершать, систематически унижать человеческое достоинство, оскорблять, наносить побои человеку с целью того, чтобы он сам на себя руки наложил. Сейчас вот у нас статья уже другая появилась. Этого не нужно ничего делать в интернете, только советами помочь, либо какими-то оскорблениями человека довести, и он наложит на себя руки. Все уже. Это все перешло у нас в цифровой мир. И такому человеку уже все равно, да, ему скажут, иди, пойди, там, сними 100 тысяч или там 500 тысяч, ему уже все равно он может пойти и сделать просто на автопилоте все, что ему сказали. Да, могут быть и такие, потому что у нас есть категория и потерпевших взрослые, которые когда-то влезли в лжеинвестирование, они хотят, допустим, вернуть свои деньги, и тогда мошенники к ним выходят опять на связь и говорят: совершите диверсию какую-либо, сделайте коктейль Молотова, подожгите, значит, банкомат, и мы тогда вам деньги вернем. Но на самом деле, конечно, им деньги никто не возвращает. Те же самые, значит, мошенники, злоумышленники, которые находятся на территории Украины, обычно этим занимаются, они также сообщают правоохранителям, где совершено вот это преступление, конкретно кто совершил, и уже правоохранители наши, соответственно, реагируют, привлекают к ответственности, но человек, он, видите, совершает это преступление с целью того, чтобы вернуть свои деньги ранее, которые он потерял. Но мошенники так издеваются над нашими потерпевшими, заставляя их совершать другие особо тяжкие преступления, толкая их, вот, мотивируя, что вы получите свои деньги обратно. Да тут уже, наверное, правда, речи не столько о деньгах, да, если человек вот уже в таком состоянии, что он готов на себя наложить руки, самоубийством закончить свою жизнь. Действительно, он может совершить любой теракт, который ему скажут, потому что ему уже все равно попасть под... Это очень страшно и опасно, поэтому... Все-таки в интернете, когда с вами общаются текстовыми сообщениями, аудио, видеозвонки, если совершаются, то все равно клинические психологи говорят, что цыганский гипноз вот при личном контакте, он есть, работает, но и по телефону он работает, потому что запускается нейролингвистическое программирование человека, то есть там элементы страха, запугивания, и вот с целью того, чтобы человек сделал то, что ты от него хочешь. И у человека, конечно же, включается ответная метапрограмма, он уже не может противостоять, в эмоциональный ступор человек входит, и он принимает ту квалифицированную помощь, которую ему предлагают. Вот, допустим, правоохранители позвонят, да, лжесотрудник ФСБ скажет: мы хотим спасти ваши денежные средства,
чтобы мошенники не передали в Украину за границу для незаконного финансирования ВСУ, тогда давайте выполняйте наши требования, мы вам поможем. И, конечно же, люди идут и пользуются их помощью. Прервемся на короткие 4 минуты и очень скоро вернемся, продолжим. Дорогие друзья, мы снова продолжаем. Говорим сегодня о том, как защитить себя от мошенников, как могут за себя постоять дети. Именно с этой целью полиция города Якутска в образовательных, общеобразовательных учреждениях проводила лекции. Как раз с 10 по 31 марта будет проходить еще, да, такие мероприятия будут проходить. И сегодня в нашей студии капитан полиции Ольга Васильева, и мы говорим о том, какая информация самая важная, какую информацию важно донести до каждого ребенка, до подростка. И еще мне интересно, какие вопросы сами дети задают. Но мы прервались вот на новых понятиях, да, про то, что такое self-harm, вы рассказали. У нас еще есть сватинг, но кибербуллинг, я думаю, это более-менее понятно. А вот сватинг — это что такое? Это то, что используют, да, против детей мошенники. Вообще понятие сватинг — это ложный вызов спецназа. Это так и переводится аббревиатура, да? сватинг, да. Но само назначение сватинга — это в интернете, либо на электронные почты, мессенджеры, либо звонки сообщаются о факте заведомо ложного минирования, сообщения о терроризме с целью того, чтобы нарушить образовательный процесс, допустим, в учебе. Вы помните, в феврале месяце у нас дети, конечно, не посещали учебные заведения из-за того, что вот эти были атаки, происходили на учебные заведения. Значит, вот конкретно по этой теме произошел заказной сватинг. Все началось с кибербуллинга, то есть была группа создана, да, там, где выбрали конкретную жертву, скопировали ее фотографию, значит, этого человека, потерпевшего, номер телефона, и от склонированной страницы сообщались сватинг, то есть о ложном минировании. Из-за этого был нарушен образовательный процесс. Сама история о том, что заказной сватинг произошел. В общем, личная неприязнь была к человеку, его заказали и оплатили другому человеку, который находится в регионе, вот на банковскую карту деньги отправили ему, и человек начал от имени потерпевшей стороны делать сложные минирования. Но если в этой схеме участвует несовершеннолетний, тот, кто заказал, и тот, кто исполнитель, до 18 лет все равно возбуждается уголовное дело, с 14 до 18, и человек привлекается к уголовной ответственности. Также мера воспитательного воздействия в ЦВСНП его поместить до 30 суток, либо в школу закрытого типа. Но в любом случае человек останется с судимостью, и его также поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Это тот человек, с чьего аккаунта? Это тот, кто заказал, и тот, кто исполнитель сватингом конкретно занимался. А вот тот, который жертва, из чего аккаунта, его уже можно Конечно, будет... это потерпевшая сторона этого человека. Уже... А это можно будет доказать? Это же нужно еще доказать? Это технически все доказывается у нас. То есть все технические преступления доказываются технически, также свидетельскими показаниями, и непосредственно сам потерпевший дает показания, тот человек, который заказал, и тот, кто исполнитель в качестве подозреваемого, обвиняемого уже допрашивается. А если кто-то берет вот так же, проникает, да, или создает аккаунт вот жертвы уже не от своего лица, например, совершает какие-то, ну вот не знаю, там какие-то высказывания, да, вот в интернете или еще что-то, за это какое наказание? Ну вот такие сообщения делаются обычно с целью вымогательства. Если вы, значит, денежные средства не отправите, то тогда будет взорвана в школу. То это уже сватинг с целью вымогательства делается. Либо конкретно нарушить образовательный процесс. Это значит, ты заведомо ложно вызываешь специализированные службы, чтобы они, минеры, там, кинологи и так далее, все проверили, заминировано ли это учебное заведение, и в связи с этим уже совершен факт формально именно ложное минирование, это преступление. А сколько за это преступление, или какой срок, или какой штраф? До 6 лет лишения свободы. Это у нас нарушение образовательного процесса. Может быть, это тяжкое преступление уже. Может быть, вот подростки, они не знают о последствиях, не знают о том, что им предстоит все-таки взять ответственность за свои действия, поэтому так легко вот такие вещи совершают и объединяются вот в эти группировки преступные. Вот недавно у нас 18-летний студент колледжа решил
сорвать образовательный процесс, потому что ему было лень учиться. Он просто написал сообщение в Телеграме, что заминировано образовательное учреждение. Мы в течение 3 часов установили этого молодого человека, но он потом написал, что якобы он пошутил, но состав окончен с того момента, как ты сообщила о ложном минировании. Все, человек уже привлекается к уголовной ответственности. И что ему сделали этому? Ну, это уже суд решит. Но обычно избирают меры наказания, по идее, там лишение свободы, но он получит условный срок, его поставят на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, он будет там отмечаться, ходить, также участковых уполномоченных будет состоять и будет контролироваться. И год условно, который он, допустим, получит, он должен меры возложенные на него судом исполнять, допустим, трудоустроиться, в ночное время не появляться в общественных местах, повторно не совершать преступления, административные правонарушения. И если надзорные органы, как участковые и уголовно-исполнительная инспекция, установят, допустим, не будет приходить даже на отметки, то тогда уже уголовно-исполнительная инспекция может выйти с ходатайством в суд об отмене условного срока и реально его отправить в места лишения свободы. Получается, вот так вот пошутил, да, и на всю жизнь он перечеркнул себе все. Вот когда вы приходите и рассказываете детям, подросткам о том, что вот такие вот могут быть правонарушения против них, или они могут вот как-то вот так, да, совершить что-то такое, они какие вопросы вообще задают? Они знают о том, что их ждет? Может быть, они спрашивают о том, что если я вот это сделаю, мне что-нибудь будет или нет, или вот что их на самом деле-то волнует и может задеть как-то? Ну вот по теме вовлечения детей в совершение мошенничества они говорят: если, например, злоумышленник мне отправил деньги, пускай даже случайно меня используют в качестве дропа, да, говорят: ой, случайно перевел деньги, ты переведи, пожалуйста, да. И если ребенок эти деньги присвоит, они так и говорят: а если я не отправлю, я себе их предоставлю, оставлю, что мне за это будет? Я говорю: ну, с того момента, как ты получил эти деньги и их присвоил, ты уже соучастник совершения преступления, у тебя такая же будет уголовная ответственность. Также они тебя могут сами сдать в правоохранительные органы. В любом случае нельзя об этом сообщать. Но если случайно к тебе перевели деньги, ты должен сообщить в банк. Ну вот если у тебя родители, через родителей в банк сообщить, в полицию написать заявление, чтобы тогда в отношении тебя не возбудилось дело там по неосновательному обогащению, присвоению, растрате и так далее, чтобы этого не было. Надо себя это исключить, потому что мошенники могут вас вслепую использовать в качестве дропов, якобы это был случайный перевод, надо срочно перевести, могут вам угрожать. Ни в коем случае эти переводы не делайте и эти деньги не тратьте. Дождитесь решения правоохранительных органов, либо действительно человек, который вам перевел случайные деньги, он через банк может с вами встретиться, и вы этот перевод через работников банка можете осуществить друг другу. Но ни в коем случае нельзя эти тратить деньги. То есть, если какой-то перевод поступил, пусть даже небольшой, да, это могут же просто прощупывать почву, то не вступать ни в какие разговоры, сразу же звонить в полицию, Да. звонить в банк. Да, абсолютно верно. Да, против детей могут совершать же правонарушения не только взрослые, могут совершать и сами дети, да, то есть есть еще и те дети, которые, наоборот, вам помогают. Вот у нас есть ролик, где дети-волонтеры, да, которые как будто бы уже такие осознанные и хорошо помогают вам информировать население и своих сверстников, и даже взрослых людей. У нас есть ролик, можем посмотреть, да? Давайте посмотрим. Поставьте, пожалуйста. Пока еще нет, просят еще нас поговорить. Может быть, расскажете о том, насколько охотно и как вы приглашаете детей к сотрудничеству? Ну, поскольку у нас координационное совещание было при правительстве, там, Министерство финансов, образования, Министерство по делам молодежи, мы все призваны до 2027 года повышать финансовую грамотность среди населения и кибербезопасность. И в рамках вот сейчас оперативно-профилактического мероприятия мы совместно с образовательными учреждениями на территории города Якутска масштабно проводим вот эту профилактическую работу. То есть наши волонтеры с колледжей, с СВФУ, они все выходят в торговые центры вместе с нами, в общественных местах мы находимся, и всему взрослому населению от 27 лет и старше, которая у нас категория потерпевших по мошенничеству, мы им всем вручаем брошюры. Также мы в многоквартирных домах городских округов Губинский, Центральный, Октябрьский,
строительный, мы в общеквартирных больших домах размещаем плакаты со схемами мошенничества по мерам безопасности, и в каждый почтовый ящик кладем нашу брошюрку. Пожалуйста, граждане, ознакомливайтесь, придерживайтесь этих правил безопасности, и тем самым вы сможете себя уберечь от действий мошенников. Давайте посмотрим, как работа проходит. Готов ролик. Прочитайте, пожалуйста, как искать жертвой кибермошенников. Уважаемые жители республики, если вам позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов и сообщают. Читаешь вот такие брошюрки? Ну, если люди по ним следуют и реально их читают, то, я думаю, 99 из 100. Уважаемые жители Якутии, прочитайте и запоминайте правила кибербезопасности, чтобы не стать жертвой мошенников. Отлично проведена работа, и ролик так хорошо снят и озвучен прекрасно моим коллегой Эдуардом Рудых. А какая цель вот этого мероприятия, вот этого месячника профилактики, вот такой, что для вас будет хорошим результатом? Поскольку у нас в прошлом году совершено 2843 мошенничества, и ущерб составил 1 миллиард 202 миллиона 9 тысяч рублей в 2024 году, в этом году у нас уже идет небольшое повышение по сравнению с прошлым годом. То есть в марте прошлого года было совершено 437 мошенничеств, сейчас 487. То есть небольшое повышение идет, и уже более 120 миллионов наши потерпевшие отдали мошенникам, обманутым наши граждане. В связи с тем, что мы постоянно профилактическую работу проводим в СМИ, везде, лекции читаем, непосредственно из уст в уста разговариваем с потерпевшими, и с нашими трудовыми коллективами, с детьми, с родителями. Плюс запустили мы работу 112 с 11 октября 2024 года. Постоянно нам поступают звонки от всех граждан, кто просто даже хочет уточнить, действительно ли по телефону им манипулируют, заставляют его деньги отправить, обманывают его или нет. Вот эти звонки нам поступают, и мы даже непосредственно сразу же по звонкам службы безопасности каждых банков выезжаем сразу же на местонахождение тех граждан, которые могут находиться под влиянием мошенников. Тем самым мы пресекаем факт отправки денежных средств мошенникам. То есть мы работаем как сдерживающий фактор. Потому что вот в прошлом году мы были по Дальнему Востоку 11 мест, мы были на 6-м месте, но мы поднялись только из-за того, что большая регистрация была взлома госуслуг, это настоящее IT-преступление. Но, конечно же, не по всем взломанным госуслугам были оформлены кредиты, микрозаймы. Если сравнивать по Дальнему Востоку, вот мы на 6-м месте. Если сравнивать нас с другими регионами, где такое же население 1 миллион, минус наши дети, то у нас стабильно до 3000 мошенничеств ежегодно совершается. Это столько же потерпевших, а в других регионах, где профилактическая работа не проводится с населением так усиленно, там уже 3-4 и больше тысяч совершенных мошенничеств, и ущерб в разы намного больше, чем у нас. Поэтому в масштабах республики, конечно же, это большая сумма, потому что львиная доля — это все-таки кредитных денежных средств, обманутые наши граждане. Но так, если сравнивать нас с другими регионами, у нас не так много мошенничеств совершено, не такой уже большой сильный ущерб. Но мы боремся постоянно, повышаем кибербезопасность, грамотность финансовую среди населения. И наша работа не проходит зря. Мы работаем как сдерживающий фактор.
И можно информацию почерпнуть из вашего телеграм-канала, там тоже какие-то случаи рассказываются, и новые схемы мошенников, да, и о том, как вот себя защитить. Мы говорили о том, что какое наказание, какая ответственность ждет ребенка, который нарушил закон, да, и стал мошенником, а его опекунам и родителям, им что грозит, потому что все равно же есть и несовершеннолетние дети, да, и есть, но они все равно маленькие, 14 лет, 16 лет, это же все равно возраст, когда они еще зависит от родителей. Но мы уже обсудили тех детей, которые вступают в преступную группу сообщества в виде, значит, курьеров, обнальщиков и дропов. У них уже уголовная ответственность наступает, их ставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. А родители? Родители также привлекают к административной ответственности по статье 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей родителя по воспитанию ребенка. А им что грозит? Тоже срок? Это административная ответственность у родителей. Также их могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, но есть опасность того, что если с одним ребенком с воспитанием не справляется родитель, а там еще несколько детей в семье, то органы опеки и попечительства вместе с комиссией по делам несовершеннолетних могут принять меры в отношении этих детей, то есть на временное ограничение родительских прав, либо лишение родительских прав, но это в зависимости уже какой родитель, трудоустроен он или нет, значит, жилплощадь есть, справляется ли он, значит, с воспитанием остальных детей. Это уже индивидуальный подход, но опасность есть в том, что и на других детей это может быть ответственность перенесена, что изъять могут детей из семьи. Еще вот мы говорили про то, что кто является легкой добычей для мошенников, да, еще, наверное, одна категория — это дети-беспризорники или бродяжничают, которые могут уходить из дома на долгое какое-то продолжительное время, и как раз и им очень удобно завербовать вот эти вот группировки. Вот этих детей, конечно же, вовлекают в совершение преступления и в антиобщественное поведение, в употребление табака, алкоголя, наркотиков, и в проституции, и бродяжничество, да, категория детей этих не защищена, ну и, конечно же, родители также привлекают к ответственности, кто не может осуществлять должный надзор за детьми, но благо у нас есть, значит, образовательные учреждения, соцпедагоги, психологи, которые контролируют такие семьи, комиссии по делам несовершеннолетних есть, инспектора по делам несовершеннолетних есть. Все равно эти дети, они не скрыты, они здесь все на виду, как на ладони. Надо просто контролировать по месту проживания, обучение этих детей, также и родителей. В общем, совместно профилактировать, чтобы не допустить уже таких пагубных последствий, как ребенок уже совершил преступление какое-то, да, правонарушение. Соответственно, это все проводится с самого начала уже из школы, из дома. Вот соседи тоже бдительные всегда бывают, поэтому такое количество детей у нас, конечно, отсутствует большое, но все равно это трагедия семьи, когда ребенок совершил правонарушение, какое-то преступление, к нему мера воспитательного воздействия была применена, и родитель привлечен, и там младшие братья и сестры тоже страдают от того, что мы заканчиваем, Ольга. Спасибо, не обо всем, о чем мы планировали, поговорили, поэтому я приглашаю вас в понедельник, 31 марта, снова в нашу студию. Дорогие друзья, не пропустите, будем говорить о важном, актуальном. Всем спасибо за внимание.